Сегодня сотрудники ГИБДД все свое внимание направили на любителей тонировки. Тонировать передние стекла автомобилей запретили в 2010 году. По статистике, треть аварий происходит по причине плохого обзора для водителя. Спят вот ГАИ Богатырев, проверка документов. Рустам, ваши транспортные средства затонированы. Передний, лобовой, боковой пленка, машина. Андрей, тонировка. В отношении вас будет составлен административный протокол. Полностью затонированных машин на дорогах много, и это несмотря на запрет. В основном к подобного рода тюнингу прибегает молодежь и владельцы иномарок. Один из нарушителей – водитель серебристого BMW. Машина затемненная, документов на нее нет. Документы должны. Рео права дашьте. Слова водителя для сотрудника полиции были неубедительные. Против него составили акт о нарушении. Владельца марки BMW было вынесено постановление по статье 12.3 часть 2, то есть управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления транспортным средством. Также на него выписано постановление по статье 12.5 часть 3.1, то есть управление транспортным средством водителем с затонированными боковыми стеклами. Также на него выписано требование, чтобы водитель данного транспортного средства устранил в течение суток данное нарушение. Если же в течение суток водитель данного транспортного средства не устранит данное нарушение, то есть тонировку транспортного средства, в отношении него будет составлено постановление по статье 19 часть 1, то есть неповиновение сотруднику полиции. 19 часть 3. Некоторые законом просто пренебрегают. Нарушения при этом объясняют по-разному. Одни защищаются таким образом от солнца, другие от посторонних глаз. Между тем, ночью, особенно во время дождя, обзор водителя из-за затемненных стекол значительно снижается. У меня бывает, я еду, солнца мало получаю, у меня глаза напрягаются. Я не всегда в очках. Ладно, даже если в очках есть, мое личное мнение, ты моим личным мнением связь. Не знаю, на все 100%. Пропускаемость бисен выдышал, особенно бисен выдышал, сходился. Тем, кому солнце светит слишком ярко, сотрудники ДПС советуют надевать солнцезащитные очки. А для защиты салона можно наклеить антиультрафиолетовую пленку. Решение есть и в том, и в другом случае. За этот рейд было выписано около 30 постановлений. Сотрудники МВД убедительно просят всех жителей не нарушать ПДД. Такие рейдовые мероприятия у нас проводятся ежедневно, так как данное нарушение на контроле руководства МВД. Рейды по выявлению затонированных машин сотрудники ГИБДД проводят и с целью антитеррористической безопасности. Такие машины автоматически привлекают внимание. Проверки на дорогах Ингушетии будут проходить регулярно. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.